Всем здравствуйте! Вы смотрите, мы вам покажем на телеканале Якутия 24. Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня у нас такая замечательная летняя прогулка по Вилюйскому тракту. Что мы здесь делаем, как вы думаете? Конечно же, приехали мы за грибами. Наверное, многие из вас за последние дни выезжают в леса. Вы, наверное, от знакомых слышите, что грибов нынче много. Так ли это действительно? Что сегодня можно найти в лесах Якутии? Об этом мы сегодня поговорим с микологом, с Людмилой Гаевной Михалевой. Людмила Гаевна, спасибо, что согласились с нами сегодня выехать. Так скажите нам, все-таки грибной ли сезон нынче у нас в Якутии? Здравствуйте, Катя, здравствуйте, телезрители уважаемые. Да, в этом году действительно очень много грибов, и собирать их начали еще в середине июля. Да, кстати, слышала. Да, и не кончаются, и они идут волнами, разные виды вырастают в свое время. В июле это были подберезовики, подосиновики, потом они немножечко отошли, сейчас опять появились. А в конце июля, вот буквально еще 2 недели назад, здесь на Вилюйском тракте очень много было груздей. Народ собирал грузди, а сейчас позднее лето, и уже приходит пора маслят, рыжиков, маховичков. То есть у каждого вида гриба свой период, можно Ну, так с сказать? одной стороны, да, потому что, например, маслятые рыжики это все-таки поздние летние или ранние осенние грибы. А вот подберезовики и подосиновики, они несколько генераций за лето успевают создать. И, по-моему, сейчас уже то ли 4-я, то ли 5-я волна пошла подосиновиков. Ага. А я вот, смотрите, уже успела тут кое-что понасобрать, да, скажем так. Вот как вы, что вы скажете, съедобно ли это вообще, да, и как вообще определить, съедобный ли Да, грибочек? конечно, это сосновый масленок. Он образует микоризу, то есть союз с сосной. И поэтому растет только в сосняках. Наше местное население очень любит этот грибочек. Вот, я тоже собрала и уже успела почистить. Смотрите, он после того, как снять верхнюю шкурку, он становится такой беленький, беленький, красивенький. Да. приятненький. Ага. Так, а вот это вот что у нас? А это научное название этого гриба масленок желто-бурый. Мы его называем маховичок, маховик. Вот. Его не все любят собирать, потому что на срезе он начинает синеть при воздействии с воздухом. Но на самом деле это тоже очень вкусный, очень хороший гриб. По вкусу он не хуже, чем масленок. Плотненький, его можно и жарить, и мариновать, и сушить. Ага, то есть цвет не должен отталкивать. Да. Нас. Вот. А я нашла еще рыжик. Ну, вот, к сожалению, червивые, но для того, чтобы показать нашим телезрителям, видите, сверху можно перепутать с волнушкой, вот, но при срезе, когда срезаешь, обязательно выступает молочко ярко-ярко-оранжевого цвета, да. А потом немножко начинает синеть. Вот тут вот червяки повредили, а уже синее. То есть сразу видно, что гриб не очень хороший. А вообще, как правильно срезать гриб? Вот обязательно с ножичком или можно с корнем выдирать? Все вот по-разному говорят, да? Или разницы никакой? Я думаю, что особой разницы нет. Вообще грибники у нас делятся на 2 больших лагеря. Это те, которые срезают грибы, и те, которые грибы выкручивают. На самом деле и тот, и другой способ вполне себе годится. Вот. Если вы любите чистые грибы, то можно срезать. Если вам дорога мякоть ножки, то можете выкручивать и потом уже аккуратненько, как карандаш, чистить. Да, вот подберезовик. Я нашла, тут есть береза, и, соответственно, есть подберезовик. Красота, да. Ну, обилие грибов, наличие вообще грибов, оно как определяется по виду леса, по почве, по земле, как можно ли это определить визуально? Большинство грибов, которые у нас здесь растут, они образуют микоризу с определенным видом дерева. Вот, и поэтому сейчас вот мы находимся в сосновом лесу, сосново-толокнянковый, достаточно сухой.
микоризу с сосной у нас образуют прежде всего маховики и Мгм. вот эти вот белые сосновые маслята. Ага. И рыжики. Рыжики сосновые. А подберезовики, они растут под березами. И вот я нашла в этом лесу, но тут березка есть, и как раз под березой я его и нашла. Ага. А еще мы здесь, когда проходили с вами, мы видели лиственничные маслята красные. Они образуют микоризу только с лиственницей, но лиственница у нас здесь тоже есть. Вот. И поэтому мы смотрим сначала, определяем тип леса, какие деревья здесь растут. Мгм. Сосняк, лиственничник, березняк. И, соответственно, такие грибы мы и будем там искать. Либо сосновые маслята, либо лиственничные маслята, либо рыжики, либо подберезовики, подосиновики, ну и так далее. То есть определяем по виду Да, леса, да. В деревьев. основном, конечно. Но самое урожайное под Якутском Мгм. на грибы все-таки у нас сосняки, потому что обязательно в сосняках есть примесь и березы, и лиственниц. И поэтому очень много грибов бывает осенью именно в сосняках. Очень часто я встречаю, я вам уже вопрос этот задавала, Мгм, шампиньоны. мгм, Насколько они съедобные, несъедобные. Вот в парке, да, живу около парка. мгм, Постоянно вижу, вот, ну, идешь и просто пинаешь. мгм. Насколько возможно в Якутии у нас собрать шампиньоны? Ну, запросто. Ага. Шампиньоны у нас 2 или 3 видов есть вполне съедобных. Правда, есть один ядовитый вид. Шампиньон желтокожий, но его вы отличите сразу. Мгм. А так, те грибы, которые выросли у вас в огороде, или Мгм. на пашне, или поглубже в парке, я думаю, вполне можно собрать и пожарить. Ага. Но мы видим достаточно много грибов и вот Мгм. много червивых. Мгм. Как вот успевать собрать свежие сразу после дождя или выждать день после дождя, как правильно? А, На самом деле, просто в природе все устроено правильно. Мгм. И сначала идет массовый урожай грибов, Мгм. и как только эти грибы появляются, пахнут, тут же идет массовый урожай мух, которые откладывают яйца в грибах. И через несколько дней уже вот Маслён. эти вот отложенные яйца превращаются в червей. И Ага. получается, вот грибы идут слоями, и говорят, слой проходит. То есть, когда грибы, их очень много, но они все в массе червивые. Мгм. Это значит, их догнала та самая муха, быстренько отложила яйца и пытается тоже бороться за существование с своей Мгм. точки зрения. Мгм. Вот. Потом слой проходит. Червивые грибы тоже они стареют, гниют, а потом нарастает следующий слой. И опять все грибы от мала до велика чистые. Через несколько дней они опять начинают червивить. То Мгм. есть Мгм. идет как бы волна грибов, волна их вредителей. Мгм. Вот. И предугадать, сколько дней, там, ну, дня 3-4 недели, может быть. Более или менее нормальные грибы мы можем искать с начала слоя. Вот мы собрали, да, грибов, Мгм. приехали домой, Мгм. сразу их необходимо почистить. Конечно. Мгм. Конечно, обязательно. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше, вкуснее грибы Чем быстрее, тем получатся, и лучше. тем меньше шансов у вас отравиться этими грибами. В Ага. крайнем случае, если вам Если не получается, Если не то получается, тогда можно убрать в бумажные пакеты, положить в холодильник и в таком виде продержать, ну, ночь, например. Сейчас А, ночи прохладные, можно на балконе до мгм. утра оставить, с утра обязательно обработать. Но лучше всего, конечно, обрабатывать их сразу. Сразу. А некоторые вот в воду опускают, в тазик. Это в том Ага. числе идет обработка грибов, потому что грузди, которые очень любят жители нашей республики, они на вкус жгучие, горьковатые. У них млечный сок такой вот очень жгучий. И другие млечники, кроме рыжика, волнушки, белянки, вот, Мгм. их обязательно нужно вымачивать перед засолкой. Если все-таки мы нечаянно употребили не тот гриб, неправильный гриб.
что вот может быть, что нужно сделать, Вы да? знаете, есть такой анекдот. Мгм. Все грибы съедобные, но некоторые один раз в жизни. В Якутии смертельно ядовитых грибов практически нет. Ага, Вот это вот посмотрите. ага. Так, они Но прям тем не на менее, дороге, да, у нас тут растут? Нет. все-таки старайтесь внимательно сортировать свой улов и не допускать отравления, потому что отравление, прежде всего, это расстройство желудка, рвота, может подняться Мгм. температура, может болеть Мгм. голова. И поэтому сразу нужно, во-первых, промыть желудок, во-вторых, обратиться к врачу. Мгм. Сразу. Да, ни в коем случае нельзя употреблять спиртное. При этом у нас любят водкой лечиться от всего подряд. Мгм. И все-таки сразу к врачу, там Мгм. уже квалифицированную помощь окажут. Мгм. То есть, если все-таки вы сомневаетесь, что гриб действительно съедобный, Лучше его лучше уж выкинуть, да. его, да, Да, обойти потому стороной. что это первое и самое главное правило сбора грибов. Никогда не берите незнакомые вам грибы или грибы, которые вызывают какие-то у вас сомнения. Даже если он на что-то похож, Мгм. но вы не уверены, лучше оставить его в лесу. Мгм. И второе правило, чтобы не отравиться даже совсем съедобными невкусными грибами, нельзя грибы собирать возле свалок, Конечно. помоек, Мгм. по обочинам дорог, Мгм. потому что грибы растут из земли и очень быстро набирают в себя все нехорошие Мгм. вещества, в том числе и тяжелые металлы, радиоактивность, Мгм. всякие разные фенолы, То есть бензопирены, земля все нефтепродукты и впитывает так далее. и, Да, то есть соответственно, через выходит. землю Мгм. грибы очень быстро набирают в себя неправильные вещества. Мгм. И если экологически чистое место, то тогда грибы могут быть и вкусной едой, и даже лекарством. Мгм. Я вот, знаете, может быть, это слишком из моего детства, да, такое понятие. То есть, если грибочек пластинчатый, Мгм. то он несъедобный. Если губчатый, ну вот под шапочкой, да, если Мгм. губочка, то съедобный. Так ли это? М, Может быть, не совсем такие ярые грибники именно так определяют? Ну, дело в том, что у нас растут грозди и рыжики. Мгм. Эти грибы имеют пластинки. И эти грибы очень хорошие. Они считаются грибами первой категории Мгм. в кулинарном смысле. Мгм. Нужно их хорошо знать и уметь с ними обращаться. Потому что грузди содержат в себе, я уже говорила, жгучий млечный сок, который нужно вымачивать Мгм. несколько дней. А у рыжиков, они тоже млечники, у них млечный сок, я уже показывала, ярко-оранжевого цвета, он сладкий, поэтому рыжики можно без вымачивания сразу жарить или солить, или сушить, что хотите с ними делать. Поэтому пластинчатые грибы тоже имеют место быть. Кроме того, у нас еще растут волнушки, сыроежки, которые вполне себе, Мгм. шампиньоны, которые вполне Мгм. себе съедобные, хорошего качества. Но и среди пластинчатых у нас, конечно, бывают и ядовитые. Смертельно ядовитые. Это галерина окаймленная. Но ее, по-моему, ни один грибник не соберет у нас. Можно перепутать только с опенком, а опята у нас редко встречаются. Мгм. И ядовитые у нас мухоморы, аж 3 вида. Мгм. Да, То есть но это не обязательно красный, не покрытый обязательно. белыми пятнышками. Бывают да желтые, покрытые Мгм. белыми точками, а бывают пантерные, они такого коричневатого цвета шляпка и тоже покрыта белыми точками. Мгм. Такие обманки можно Да. спутать вот. В общем, Ага, с виду. внимательно рассмотреть картинки. Мгм. И все-таки мухомора нужно тоже знать в лицо. Конечно, для того, чтобы отравиться смертельно, нужно съесть много мухоморов. Но в любом, но в любом случае Мгм. последствия употребления будут неприятные. Мгм. Мгм. Ну и у нас еще бывают грибы, которые похожи на шампиньоны, навозник лохматый. Он тоже беленький и молодые пластинки розового цвета. Шляпка, вытянутая конусом.
Эти грибы содержат в своем составе антабус. То есть это вещество, которое абсолютно не дружит с алкоголем. И даже от алкоголизма лечит, в сочетании с алкоголем вызывает неукротимую рвоту. Поэтому не все грибы можно запивать водочкой. Так. И даже валерьянкой на спирту. Мгм. Имейте это в виду. Имейте в виду. Людмила Гаевна, ну а вообще сколько видов грибов насчитывается у нас в Якутии? Сколько А, их много, Если считать все Мгм. грибы, которые растут? Мгм. которые известных, по крайней мере, по литературе и так далее, это более 1000 видов. Дело в том, что грибы – это отдельное царство живой природы. Это не растения и не животные. Мгм. И к грибам относятся и сельскохозяйственные вредители, и плесени, и дрожжи, и пенициллиум, из которого делают пенициллин, Мгм. и те грибы, которые, собственно, мы называем грибами. Это грибница, сам Ага. гриб, а вот это вот плодовое тело. Ну, мы называем это Мгм. грибами Мгм. и едим. Мгм. Вот. Но, тем не менее, грибов очень много. Грибы Сколько? вызывают, 50, 100? я же говорю, Ага. более 1000 видов, Более известно, 1000. известно по Ага. литературным данным в Якутии. Есть грибы, которые Ничего себе. разрушают древесину. Есть грибы, которые вызывают болезни растений. Есть грибы, которые вызывают болезни животных и человека. И у нас целый раздел есть медицинской микологии, который занимается вот грибными болезнями людей. Мгм. Вот, поэтому несчетное, вообще, в принципе, в мире известно более 200 тысяч видов грибов. Но это разные группы, разные классы, там, разные порядки, даже если систематику рассматривать. Мгм. Вот. А нас-то интересуют, собственно, либо съедобные, либо ядовитые, которые здесь в лесу растут, и которые чисто практическое значение. Вот мы их едим, нам вкусно. Мгм. Мгм. Вот этих вот съедобных около 100 видов. Дело в том, что, например, подберезовик или абабок, да, мы называем такой вот гриб, их где-то около десятка видов. Они Мгм. все очень похожи друг на друга. Вот, и все имеют единое народное название – подберезовик или Подберезовик. абабок. Мгм. Вот. И то же самое с некоторыми другими видами. Там, например, грусть мокрой мы называем грусть белой и грусть водянисто-зоновой. Мгм. Ну, Мгм. объединенное, так сказать, общим утилитарным значением Мгм. названия грибов. Ну, а Мгм. так около 100 видов. Людмила Гаевна, ну, как мы уже сказали, нынче сезон достаточно грибной, Мгм. обильный на Мгм. грибочки. От чего зависит грибной сезон, не грибной? Вот в прошлом году какой был сезон? Чем больше осадков выпало, тем больше грибов или нет? Или это неправильно? Ну, конечно, это правильно, но это Ага. не совсем прямо связано. Лето у нас нынче было очень жарким. Лето было жарким, лето было влажным, Мгм. и грибница, вот там та часть гриба, которая под землей, она себя очень хорошо чувствовала, она росла, Мгм. развивалась, а потом наступила прохладные ночи наступили. Вот, и гриб понял, что ему пора размножаться, и Мгм. полезли плодовые тела, Мгм. то, что мы называем грибами. Мгм. Это во-первых. Во-вторых, грибы в этом году неравномерно растут, видимо, не очень равномерно проливались осадки. А вот здесь вот на Вилюйском тракте народ собирает грибы уже с середины июля. А на Покровском они только-только начинают расти. Или на Намцирском. От чего это Там еще зависит? месяц назад, видимо, было меньше осадков. Это микроклиматические еще какие-то кондиции. Вот. И по-разному бывает. В прошлом году, насколько я помню, в начале июля было много подберезовиков и подосиновиков, но люди обычно в это время в лес за грибами не ездят. А в августе наступила сухая жара, и грибы кончились. Потом в самом конце августа вдруг вылезло очень много красных маслят лиственничных, но продержались они буквально 3-4 дня, потом сразу так же исчезли, и все. Мгм. И в сентябре уже грибов не было. Поэтому прошлый год,
ну, наверное, нельзя назвать грибным. А вообще вот такие по-настоящему грибные годы, как в этом году, очень много видов образуют массовый урожай. Они не так часто бывают. Они, наверное, так же, как и дождливые года, периодичность где-то 5-6 лет. Мгм. Иногда 3 года проходит, грибов нет, а потом раз и массовый урожай. Вот. Может быть, поэтому и С невыгодно. какой-то периодичностью все равно, Да, 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 да. они? Может быть, Ага. поэтому и невыгодна заготовка. Организация предприятий по заготовке грибов, потому что не каждый год бывает урожай. А до какого времени вот можно собирать грибы? Весь сентябрь, Ну, до первых заморозков. пока растут первые заморозки, на самом деле грибам и Не помеха. не сильно мешают, потому Ага. что, видите, толокнянка, брусника, вот, они защищают землю и, соответственно, грибницу, они защищают от мороза. И поэтому от 0 до 3 первые заморозки на урожай грибов никак не влияют. Может Мгм. пострадать плодовое тело, выросшее Мгм. уже большое, а грибница от этого не страдает. Мгм. Поэтому пока устойчивых заморозков не наступит, грибы будут плодоносить. Поэтому я думаю, что в сентябре мы еще съездим с вами за Да, грибами. здорово. Очень-очень это радует, знаете. А вот мы уже поговорили, да, о том, что важно, очень важно не отравиться, да. А сколько можно употреблять, я имею в виду дозирование, да, грибов? Есть ли какое-то вот определенное дозирование человека, для взрослого человека? На самом деле грибы достаточно тяжелая еда. Это еда здорового человека. Если какие-то проблемы с желудком или с поджелудочной железой, то Не грибы, рекомендуется. да не то чтобы не рекомендуется, просто не перевариваются грибы. Человек сам поймет, что он их есть не может. Вот. А так я думаю, что это вполне себе индивидуально, но может быть, не стоит злоупотреблять солеными грибами просто потому, что избыток соли. А вот сушеные и жареные, Ну, если они... хочется, если может, то в Да, принципе если можно хочется, то, конечно, можно. каждый день, в Конечно, принципе. конечно. Я думаю, что организм достаточно умный и сам сообразит, сколько ему можно и сколько ему Грибов. нужно грибов. Вот. Тем более, что не забывайте, что во время православного Великого Поста, когда животного белка вообще нельзя, ни мяса, ни молока, ни рыбы, ничего, На помощь на приходит. помощь приходят грибы, как достаточно полноценная белковая еда, не животного происхождения. Поэтому, наверное, в русской кухне очень много блюд грибных. Это и супчики, и солянки, и пироги с грибами, и что только не выдумывали, Икра да, и что только не грибная. Мгм, выдумывали люди мгм. для того, чтобы есть грибы и запасать их на зиму. Ну, лучше всего, с моей точки зрения, все-таки сушить. Мгм. Ну, хотя соленые, маринованные я тоже люблю. А еще очень хорошо замораживать грибы. Если у вас большой холодильник, можно их заморозить прямо вот так вот. То есть вы, В пакетик, да? да, нужно очистить от мусора, вот, либо промыть под проточной водой от песка, если есть песок, либо протереть влажной тряпкой. Мгм, Главное, чтобы они не набрали воду мгм, перед заморозкой и мгм. перед сушкой тоже. Ну вот, порежьте в пакетик и в морозильник. А потом просто хотите супчик, бросьте в кипяток. Хотите жареное, бросьте в раскаленное масло. И вот тот самый вкус и запах лета вы Да, почувствуете, сохранится, да. да? Если места в холодильнике не очень много, Мгм. то можно предварительно сварить или прожарить эти грибы и замораживать уже в практически готовом виде. Дело в том, что грибы почти на 90% состоят из воды. И из ведра маслят, вот таких вот, в результате получается где-то примерно 2 литра готового продукта. Ну, Мгм. посчитайте объем. Да, Либо ведро морозить, либо 2 литра. да, действительно. Но желательно, конечно, корзинки, Мгм.
Вот. Совсем нежелательно в полиэтиленовые пакеты, особенно в жару, потому что они там не дышат. А И чаще всего мы как под- раз-таки с пакетами и ну, ходим, да, да? если с пакетами ходим, не набивайте их плотно и ставьте в машину, потому что вот такие вот, как подберезовики, они в пакете превращаются, Теряют свои, да, какие-то да, свойства. в слизь, буквально расползаются и Мгм. не успевают доехать до дома. Мгм. Вот. А так ведерко, если нет корзинки, можно взять пластиковое ведро, например. Вот. Можно взять пакет, допустим, сейчас модные эти авоськи всякие разные. Мгм. Вот. Можно взять какую-нибудь авоську Мгм. из сетки, чтобы воздух Мгм. проходил посвободнее. Ну, тут уже зависит от ваших привычек. Мгм. Во время дождя, конечно, можно рвануть, не факт, что вам повезет за грибами. Дело в том, что понятие грибной дождь, это, можно сказать, немножечко фейк. Потому что дождь прошел, солнышко, дождик, и все думают, вот завтра прям пойдут Да, 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 грибы. да, да. Вот, ничего подобного. На Ага. самом деле от момента, когда гриб подумает, что пора размножаться, там на грибнице закладывается такой маленький-маленький узелочек. До того момента, когда этот узелочек превратится в более или менее оформленный гриб и вылезет на поверхность, проходит в среднем 5 дней. То есть, Вот, да, не да, и сразу. поэтому Ага. далеко не сразу после первого же дождя нужно ехать в лес. Ага. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, дожди не всегда обязательное условие. В августе, например, очень обильные росы. И они дают влаги вполне достаточно для того, чтобы появились грибы. То есть не обязательно дождю лить, Да, да? да. То есть Ага. осадки могут быть разные. Могут быть в виде росы, могут быть в виде дождей. Ну, в общем, после первого и единственного дождя и солнца после этого грибы вряд ли появятся, если не пришло их время. Ну, вот. И да, и в заключение хотела бы все-таки рассказать, наверное, так. Если вы поехали в лес, постарайтесь не потеряться. То есть слушайте либо дорогу, какие-то должны быть свои точки, либо запоминайте солнце, где находится. Вот. Яркие Либо, вещи. да, какие-то там необычные деревья и так далее. Но если умеете пользоваться нормально телефоном, не поленитесь и загрузите карту Мгм. и просто-напросто постройте свой трек. Мгм. Потому что водички с собой нужно взять. Потому что мало ли, Да, вдруг, ко всему нужно быть да, готовым, конфетку, действительно. может быть, положить в карман. Вдруг будете бродить больше, чем захочется. Ожидалось. Мгм. Да. Ну Мгм. а так, удачи в грибной Да, охоте. грибной, тихая охота, как ее еще называют, да. Конечно. Будьте здоровы. Главное, безопасной охоты. Да. Да, не собирайте ничего непонятного, лишнего. Лучше уж обойти стороной, как мы уже сказали с Людмилой Гаевной. Людмила Гаевна, благодарю вас, что согласились. Много чего нам рассказали, мы много чего Мгм. узнали. Я думаю, и наши телезрители согласятся с этим. Пожалуйста, обращайтесь. И будем снова вас ждать на нашем канале. До Спасибо. свидания. До Всего свидания. доброго. Увидимся на Якутия 24.